И хочу представить нашего очередного гостя, известного левого политолога, директора Института глобализации и социальных движений Бориса Юрьевича Горлицкого. Я думаю, он себя еще представит. И тема нашей встречи – Россия и глобальный экономический кризис. Что любите жаловать. Спасибо большое за такое роскошное помещение. И все так вот красиво и солидно, что даже о кризисе говорить не хочется, естественно. Но, с другой стороны, обратите внимание, самое время говорить о кризисе, потому что пока мы тут собирались эту лекцию организовать, пока мы планировали, пока день подбирали, пока что, и тут случился как раз Кипр. То есть как раз вот наглядное подтверждение того, что глобальный экономический кризис имеет к России самое прямое и непосредственное отношение. Хотя это мне напоминает другую историю, уже, которая, естественно, вас миновала по возрасту, а именно дефолт 98-го года. И вот в самый разгар событий, когда все рушилось, это так, да, для пафоса. Так вот, понятно, да. Вот самый разгар событий, когда все рушилось и, в общем, был полный кошмар, а первые 2 дня дефолта 98-го года в августе, это был действительно полный панический кошмар, потому что просто никто не понимал, что делать и что происходит, поскольку, вообще-то говоря, российская элита, даже бизнес-элита, никогда еще не переживала капиталистический кризис. То есть в капитализм уже вошли, уже развивались в качестве капиталистической страны энное количество времени, но это был первый настоящий капиталистический циклический кризис, который уже новое поколение россиян переживало. Да? То, что там было где-то в 19 веке, или там, в 1901 году, это, естественно, никто только что не помнил, не знал уже. И вот кризис вызвал полную абсолютно растерянность элиты, абсолютный паралич. То есть то, чего не было, кстати говоря, в 2008 году, потому что уже был опыт того же 98-го, то есть что-то пережили, что-то прошли, там что-то выяснили. Так вот, когда был дефолт, то была растерянность даже, как я бы сказал, идеологического характера. То есть, как же так? Мы-то думали, что капитализм это такая идеальная система, при которой все всегда хорошо, где все замечательно. И уж по крайней мере у нас, то есть как элита, да, у нас-то все точно всегда замечательно. Ну понятно, там кто-то не вписался, кому-то не повезло, там ну, всякие там вот бегают бедные люди, бог с ними. Но у нас там богатых, там, преуспевающих, передовых, там, продвинутых и так далее, у нас-то все всегда должно быть замечательно. И вдруг раз, и все обваливается, и сбережения пропадают, и целые компании рушатся, банки закрываются, вообще полный ужас. И вот в самый разгар этого всего я включаю телевизор и вижу своего старого еще школьных лет знакомого журналиста, ну, естественно, в детстве он не был журналистом, когда мы были с ним знакомы, Ашота Насипова, который появляется в экране телевизора передо мной, страшно довольный. Просто он сияет счастьем весь. По-моему, тогда он работал на НТВ, и вот в состоянии просто полной эйфории и ликования он говорит: кризис дошел до России, глобальный кризис дошел до России. Это значит, что наша экономика теперь глобализирована. Это значит, что теперь мы часть глобального мира. Это значит, что мы действительно интегрированы. Если там нам так ударило, если нас все разгромило в дребезги, это значит, что глобализация удалась. Все прекрасно, господа, все замечательно, мы должны радоваться. Вот. И, в общем, в чем-то была логика в его словах, да, понятная. Так вот, 2008 год в этом плане, конечно, является продолжением той же самой логики, но гораздо более системно, потому что кризис 98 года, он был кризисом международным, но на самом деле не был кризисом глобальным. В действительности есть проблема, состоит в том, что, вообще-то говоря, неолиберальная модель экономики, она вот с 98 года по примерно 2008 год, она как раз и жила в состоянии такого вот предкризисного состояния. Казалось бы, целые 10 лет, это очень много. Для экономического цикла это еще целый лишний цикл. Да? То есть все признаки системного кризиса, того, который должен был бы произойти в 1998 году, они уже были. Да?
То есть все то, что случилось в 2008-2009, имелось, как бы, если взять по показаниям, как по диагностике, да, по показаниям экономистов, по показаниям врача, можно сказать, да, все это в наличии было уже, все симптомы, все явления. Но, тем не менее, ничего столь масштабного и катастрофического не случилось. Поэтому, прежде чем перейти все-таки к России, я хочу сказать несколько слов, даже, наверное, не несколько слов, а какую-то значительную часть лекции посвятить все-таки механизму того, как начался, как сработал вот этот глобальный кризис, откуда он взялся. Потому что очень важный момент для понимания, это не циклический кризис. То есть циклический кризис, они действительно хорошо описаны, там со времен Адама Смита описаны, но реально они происходят достаточно часто. То есть вот те же самые там, 7, может быть 10 лет, кризис перепроизводства в капиталистическом рыночном хозяйстве – это нормальная вещь. С ними, в общем, примерно представляют себе, как бороться. Главное, в общем, понимают, как их переживать. Но дело в том, что капитализм регулярно, тоже уже на протяжении столетий, переживает системные кризисы, в ходе которых, во-первых, модель общества в рамках буржуазного развития меняется, и меняется достаточно основательно. А с другой стороны, каждый такой кризис, он почти всегда сопровождается какими-то революциями, потрясениями, восстаниями и в большей или меньшей степени появлением каких-то попыток, появлением каких-то движений, которые грозят вывести общество за пределы капитализма. То есть вызов в этом случае не то чтобы сознательно даже бросается, а сознательно бросается уже капиталистической системе в целом. То есть в этих кризисах появляется, по крайней мере, некоторых из них, возможность некапиталистического, небуржуазного выхода. Причем возможность иногда оказывается совершенно утопической. То есть не всегда это реальная возможность, да? Но почти всегда появляются некие движения, которые начинают настаивать на небуржуазных, не рыночных, не капиталистических формах организации, как ответе на кризис. Ну, иногда, повторяю, они были абсолютно утопическими, но, как мы знаем, опять же, по 2018 году, они в итоге в России и в будущем Советском Союзе оказались вполне реальными в качестве политической силы, которая смогла несколько иначе управлять страной на протяжении длительного времени. Так вот, первый такой системный кризис, он одновременно был, видимо, и кризисом самой первой формы буржуазных отношений и кризисом феодализма и прорывом к новому этапу капитализма. Это был кризис XIV века. То есть, понимаете, мы с XIV века имеем регулярно системные кризисы, когда модель общественного воспроизводства ставится под вопрос. Кстати, кризис XIV века – это один из самых изученных системных кризисов. Его, в общем-то, историки открыли недавно. То есть, долгое время просто не понимали, что такое было в XIV веке. Если вы почитаете исторические книги, вы обратите внимание, что с этим столетием что-то не так, потому что вот мы очень много знаем про 15 век. Ну, опять же, вот мы знаем там 12-13 век, там, крестовые походы, там много всего, да? 15 век, Возрождение, в общем, ну, блестящее время, на самом-то деле, для Европы. А 14 век как-то вот он проваливается. Хотя, на самом деле, мы видим, что очень много событий происходит, но они как-то вот странно немножко смотрятся. Ну что, эпидемия чумы, там, в Европе треть населения вымирает, не больше, не меньше, в некоторых странах до трети населения. А в некоторых больше, кстати, в некоторых меньше. Почему-то в Богемии вообще не было чумы. Вот, чума шла, вот пошла в Богемию совершенно. В Норвегии, например, вымерла вся аристократия. 3 семейства остались, которые были в это время в Копенгагене у датского короля при дворе. В итоге Норвегия стала чем-то вроде такой вот крестьянской республики. При формальной датской монархии. Ну реально, вымерли феодалы, крестьяне как-то сами устроились без них. Да? А в Англии наоборот, в Англии крестьяне вымерли. То есть в Англии вымерло где-то, в общей сложности треть крестьянского населения, местами до 40%. Феодалы остались без крестьян. Что происходит? Им приходится переходить к наемному труду. То есть грандиозная революция, тот самый наемный труд, который потом создает капитализм. То есть перелом в отношениях производства. Когда это происходит? Это происходит на фоне вот этой эпидемии чумы. Но эпидемия чумы же тоже не случайно происходит. Чума же приходила и уходила в Европу. Кстати говоря, есть подозрение, что чума приходила в Европу и раньше. Просто не было страшных эпидемий, потому что
ну, болели и болели, где-то умирали, но ничего такого катастрофического не произошло. И позже приходило, в 17 веке приходило, ну, были достаточно тяжелые эпидемии, но ничего подобного тому, что было в 14 веке. Почему? Потому что в 14 веке чума пришла на фоне тяжелейшего экономического кризиса, когда миллионы людей не доедали, хронически не доедали, причем уже там, на протяжении, скажем, 1,5 десятилетий. И, естественно, иммунитет ослаблен, и, естественно, начинается выкашивание населения, ну а дальше вот то, что произошло. После чего, опять-таки, другой этап – это волны войн, таких вот революционных потрясений, на самом деле, которые были во Франции и в той же Англии. Просто тогда это советские историки не трактовали это как революционные события. Сейчас, когда мы начинаем больше знать об этих временах, понимаем, что они были революционными. И конец всего это гуситские войны в Чехии, Богемии, когда появляются первые коммунисты, табориты. То есть мы видим, что все это имеет очень давнюю историю. Ну, бог с ними, со средними веками. Так вот, я просто говорю о том, что системные кризисы происходят тоже достаточно регулярно, но все-таки это вопрос там 3-4, когда 50-летий, да, когда вот случается что-то подобное. Это описано, опять же, у Кондратьева, кондратьевские циклы в экономической теории, тоже довольно загадочная вещь, просто нет времени об этом говорить, это все очень интересно, но нет времени. Почему и как происходят эти большие кондратьевские циклы, но вот где-то на перелом этих циклов как раз происходят подобного рода большие системные кризисы, после которых начинаются большие длительные циклы развития, которые занимают 40-50 лет. Так вот, что представляет собой текущий цикл, который, в общем, видимо, то ли кончился, то ли кончается у нас на глазах. Он начинался с 70-х годов, когда экономика западных стран была кейнсианская, то есть была экономика смешанная. Это была не чисто капиталистическая экономика, это была смешанная экономика с элементами социального государства, в общем, на самом деле, можно сказать, даже с элементами социализма. В любом случае, частность государства существовала. Это была экономика, где были очень сильные профсоюзы, дорогая рабочая сила, влиятельные левые партии, которые не только политически влиятельны были, но они были влиятельны в плане экономической политики. Поэтому я о них говорю именно в экономическом контексте. Да? Ну, то есть, вот известная вещь, с чего в Италии начался переход к неолиберализму, то есть к политике свободного рынка, была так называемая скала мобили. То есть, по большому счету, скала мобили – это эскалатор. Имелся в виду движущаяся лестница. Италия – страна с высокой инфляцией, значит, автоматически каждый, допустим, по-моему, 3 или 4 месяца проводилась индексация заработных плат. То есть это было законом, да? То есть предприниматель был обязан по закону индексировать заработные платы пропорционально уровню инфляции. Причем на самом деле у предпринимателя был некий лаг, да? То есть вот уровень инфляции же подсчитывается не каждый день, да? То есть он вот 3 месяца проработал по старому уровню инфляции, а реально уровень поднялся. Значит, вот, поэтому так вот это идет, да? То есть как бы лестница, вот, резкий скачок, потом опять ровный, да? Потом опять скачок. Но это было, естественно, решение, навязанное профсоюзом, потому что если бы этого не было, то, в общем, вся картина социальной и экономической жизни была бы в значительной мере другой. Так вот, потом итальянское правительство навязало населению референдум, была очень большая такая пропагандистская кампания, мощная, очень качественная, о том, что вы сами виноваты в инфляции. То есть, если вы не будете индексировать ваши заработные платы, то инфляция, соответственно, не будет расти, что технически правильно. Потому что, ну, конечно, зарплаты не будут индексироваться, цены тоже не будут подтягиваться к ним. Вот. И население небольшим перевесом проголосовало за отказ от этой самой скалы мобиля. А это значит, что на самом деле зарплаты начали падать довольно быстро, ну, в реальном исчислении, я имею в виду. То есть они начали стремительно отставать от инфляции. И стоимость рабочей силы в Италии начала снижаться. Что, естественно, бизнесом трактовалось как повышение конкурентоспособности итальянской продукции. Но это лишь один пример, который просто говорит о том, какие вопросы стояли в Европе, допустим, на части США, в Канаде, ну, где-то в конце 70-х, начале 70-х годов. На самом деле бизнес, правящий класс, в более широком смысле, да, буржуазия, они
с одной стороны, реально увидели некоторую исчерпанность этой модели для себя в том смысле, что он куда дальше? Дальше социализм. Да? Причем не советского типа, понятное дело, какой-то другой, но дальше вот вы выходите за рамки буржуазного развития, вы начинаете жить по другой логике. Все эти институты социального государства далее становятся очень сильными. С другой стороны, говорите, все становится дорогим. Все это стоит дорого. И третий момент, что действительно кейнсианская модель себя исчерпала. Ну, любой модели экономической, любой социальной модели, у нее есть границы развития. Как бы она вам не нравилась, или там, наоборот, не была там, отвратительна. То есть какая-то модель, если она существует, значит, у нее есть потенциал. Ну, допустим, я человек левых взглядов, я не люблю неолиберальную модель, да, она мне не нравится. Но я понимаю, что раз она просуществовала столько-то лет, значит, у нее есть некоторый потенциал работы. Значит, какое-то время она, по крайней мере, по своей логике, по своим, так сказать, законам, по своим требованиям, она эффективно работает. Она что-то дает, она воспроизводится, она может развиваться. И то же самое наоборот. Да? У всякой модели есть какие-то пределы, когда она начинает сбоить, она начинает демонстрировать, что издержки превышают плюсы. Да? То есть вы вначале страшно рады, что все замечательно у вас, а потом становится все наоборот. То есть вы начинаете наоборот, что и тут плохо, и тут плохо, и тут плохо. Да? То есть вот, скажем, сама кейнсианская модель, она к чему привела? Она привела к росту, с одной стороны, жизненного уровня, безусловно. Вот. Ну, люди растут, у них, ну, не просто в плане тоже не больше денег, да? Что представляла собой Европа 50-х, 60-х годов? Да? Это не просто, что люди начали потреблять, это люди начали получать образование. Миллионы людей стали получать образование. Они просто начали с большим уважением относиться к себе, они получили статус, они получили другой уровень уважения в обществе, да, достоинства и так далее. Ну вот все прекрасно знают магазин Икеа. Да? Вам ничего не кажется странным в этом магазине Икеа? Наверное, ничего, потому что вы уже выросли в том мире, где Икеа является органической частью жизни. Да? Но, понимаете, вообще это очень странный магазин. Потому что вы должны туда прийти, на своем горбу утащить доски, и потом сами же их свинтить. И кроме того, вы должны еще сами их увезти. Да? То есть вы должны их увезти на какой-нибудь своей машине. Да? Желательно у вас должна быть машина. Что это такое? Странная модель торговая. При этом модель блестяще успешная. Да? В чем дело? Если возьмете буклетик об истории Икеа, вы прекрасно поймете, что Икеа это плод социал-демократического государства Швеции. Да? Прямо об этом написано. Почему? Потому что рабочий класс шведский начал зарабатывать прилично. Начал покупать малолитражные автомобили и обставлять более или менее маленькие, но свои отдельные приличные квартирки. Для кого этот магазин? Для людей, которые зарабатывают не очень много, но при этом уже имеют представление о том, как хорошо и со вкусом оставить квартиру. То есть они уже представляют, что такое хорошая мебель, в отличие от плохой. Да? Они могут более-менее такие благопристойные вещи поставить, да, у себя. И это люди, у которых, простите, руки правильной стороной вставлены. То есть они привыкли что-то делать руками. Поэтому для них не проблема там, потащить, погрузить на машину, потом домой привезти это все, свинтить, скрутить, значит, своими руками, да? Что происходит в России? В России приходит наш средний класс офисный в Икею, потому что, знаешь, Икея это круто, это Европа, да? Европейский мебель. А потом что говорит, ой, мы же сами вывести не можем, то есть мы там грузчиков нанимаем, потом мы, значит, заказываем отдельно какую-то, значит, машину, которая все это вывезет, потом все это привозят домой, и тут, значит, интеллигентная московская семья нанимает каких-то еще людей со стороны, которые все это свинтят. То есть вся концепция Икеи разваливается в дребезги. Но при этом Икея нормально работает, потому что наш средний класс, дальше, у нас шведы пользуются Икеей, то, наверное, нам тоже нужно. Значит, мебель нормальная. Так вот, понимаете, это та же самая ситуация, когда некий культурный концепт продолжает работать даже в тот момент, когда уже социальная среда, так сказать, исходные условия исчезли или изменились. То есть работа уже с другой средой. Но Икея очень показательна в этом смысле, как я сказал, это образец того, как социальное государство начало преображать быт и поведение людей. Но это вот положительная сторона. А отрицательная сторона какая? Ну понятно, бюрократия выросла. Тут недавно
я в Фейсбуке прочитал совершенно потрясающую записочку. Арсений Хитров, мой хороший знакомый, молодой преподаватель из Высшей школы экономики, пишет: а вот нет ли какой-нибудь продвинутой социал-демократической страны, где дают отпуск по влюбленности? Ну и тут все начинают комментировать, что да, вот круто, вообще хорошая идея. А там вот надо написать: да, вот, знаете, в прошлом году я не ходил в отпуск по влюбленности, поэтому прошу 2 раза предоставить в этом году. И так далее. Но все начинают хохмить. Но я им пишу: да, замечательно, Арсений, хорошая идея, когда мы, левые, в России придем к власти, мы обдумаем эту идею, может быть, мы это реализуем, но заранее предупреждаю, вас загоняют собирать справки. Понимаете? Вот оборотная сторона социального государства. Да, вы получите отпуск по влюбленности, но будете перед этим собирать там безумное количество бумажек. Ну а как вы докажете? Да? Даже какая-то бюрократия должна быть. Ну, естественно, сядет какой-нибудь толковый человек, составит форму. По этой форме там критерии проверки, там какие-то там нужно заполнять бумаги, печати, получать согласование там, от любимой девушки, ну и так далее, да? Или молодого человека. Вот, значит, короче говоря, очевидно, что оборотной стороной является нарастание бюрократии, оборотной стороной является, конечно, рост инфляции, оборотной стороной с точки зрения бизнеса, не с точки зрения рабочих, конечно, но с точки зрения бизнеса является, безусловно, что рабочая сила становится все более дорогой. Соответственно, самые продвинутые страны в какой-то момент они становятся менее конкурентоспособными. Правда, вот тут все не так просто, потому что это классический либеральный аргумент. Страны с дорогой рабочей силой, они являются менее конкурентоспособными. Типа смотрите на Китай. На самом деле это не совсем так, это в статике так выглядит. Да? Вот при условии, что технологии не меняются. Вот если вы предполагаете, что технологии принципиально не меняются, то тогда чем дешевле у вас рабочая сила, тем больше у вас шансов на рынке. В действительности все не так. Мы можем привести 2 примера взаимосвязанных. В 19 веке, первой половине 19 века, вплоть до примерно 850-х годов, Россия вывозила огромное количество металла в Англию. Россия была поставщиком металла. Россия вывозила в Англию, во Францию, в другие страны металл. Но это еще великий наш Петр I поставил военно-промышленный комплекс. И в итоге на Урале мы начали производить такое количество металла, что нам с вами было столько не нужно. Россия не была промышленной страной, даже по масштабам 18 века, естественно, не могла это потреблять. При этом военно-промышленный комплекс, работал по принципу горшочек вари. То есть вот как шведы побили русских под Нарвой и отняли пушки. Так Петр, значит, приехал в Москву после Нарвы, говорит: как, артиллерии нет, все. Значит, нужно пушки делать. И ядра, понятное дело, к этим пушкам. Значит, что дальше происходит? Дальше, первое, что начинают колокола снимать с церквей. Самое, вот то, что близко лежит, да, или висит в данном случае. Что близко висит, то сняли и, значит, в пушки перелили. Но колокола быстро кончаются, значит, уральские заводы загружены под завязку. И они начинают делать пушки, начинают делать ядра. Эти ядра в некоторых провинциальных российских городах до сих пор складированы. Под Полтаву было завезено такое количество ядер, что, в общем, они их, конечно, не расстреляли за весь Полтавский бой, вот потом посчитали, что на несколько сражений хватило, на 4 таких сражений хватило. Вот. А все продолжает работать. Горшочек вари, никто не сказал, что хватит, остановитесь. И вот в итоге Россия стала мощнейшим производителем металла. Уже где-то к 720 годам она была крупнейшим европейским поставщиком металла. И понимаете, что дешевый металл, произведенный крепостными рабочими на Урале, естественно, был конкурентоспособен. Естественно, он стоил значительно дешевле, чем металл, сделанный свободными рабочими в Швеции или в Англии или во Франции. Но в это же самое время в Англии вводятся фабричные законы. А что такое фабричный закон? Ну, что нельзя человеку работать, скажем, 12 часов. Там, 12 часов как раз было достижением. Работали по 14-16 часов, да? Давайте ограничим рабочее время 12 часами. Или такая была история, значит, в шахтах были лошади. Правые машины еще не работали, еще в 18 веке, в начале 19 шахты. Лошадьми вытаскивали вагонетки. Лошади, сидя в шахте, в темноте, впадают в депрессию. И довольно быстро умирают. Это нерентабельно, лошади не выживают. Что придумали? Придумали, что лошадь нужно летом на 2,5 недели полных
вывозить на лужайку, и чтобы они там паслись, там, солнышко видели, им будет хорошо, и потом уже обратно их загонять под землю. И выяснилось, что да, вот если так погонять недели там 2,5-3 по лужайкам, то, значит, вроде как продолжительность жизни лошади увеличивается существенно. И вот тут какие-то гуманисты из интеллигентов говорят, а почему людям-то не дают отпуск? У людей нет такого правила, что 2,5 недели где-то там побегать по лужайкам, только для лошадей. И вот эти вот гуманисты, они сказали, что вот весь стандарт, что для лошадей, то и для людей нужно ввести. Вот почему у нас отпуск такой, да? Вот, чтобы вы знали. Наш отпуск определяется жизненным циклом лошади, английской лошади 19 века. Вот сколько нужно лошади, чтобы восстановиться перед спуском в шахту, столько нам примерно дают, да? Так вот, эти вот гуманисты, которые сказали, что люди, как минимум, имеют право на то же самое, что лошади, они же встретили страшное сопротивление бизнес-сообщества. То есть сказали, вы что? Вы хотите разорить английскую промышленность? Вы хотите лишить нас конкурентоспособности? Вы подрываете, даже что представляете, что люди ничего не делают 3 недели и получают зарплату. Это бред. Зарплату платят за труд. Как господин Юргенс говорил, да? А еще Дворкович тоже говорил, да? Что почему, например, студенты платят стипендию? Это несправедливо. Они же не работают. Зарплату за труд платят, за работу. Где работа? А вот так, 3 недели человек ни черта не делает, получает зарплату. Конкурентоспособность, понимаете, как падает, страшно. А еще вот он мог работать 16 часов, а работать 12. Тоже безобразие. И так далее, и так далее. В общем, если почитать английские газеты того времени, это просто полный кошмар. Да? Вот все, Англия погибнет. Но вот эти вот гуманисты продавили фабричное законодательство, ограничения. Вот этот самый первый оплаченный отпуск, ограничение рабочего времени, а еще такая вещь, как техника безопасности появилась. Знаете, сколько расходов на технику безопасности? И так далее. Что происходит дальше? Почему-то крах английской промышленности не случился. А случилось совершенно другое. Предприниматели, получив более дорогого рабочего, начали заниматься усовершенствованием техники, чтобы этот более дорогой рабочий производил больше. Начинается очередной виток промышленной революции. Начинается волна усовершенствования технологических в английской промышленности. Итогом этой волны становится то, что если, скажем, раньше свободный английский рабочий имел производительность труда на одного работника, ну где-то примерно в 3-4 раза больше, чем русский крепостной на Урале, то по итогам этого цикла этот же английский свободный рабочий производил уже в 10 раз больше. А это принципиально другая картина, потому что вот крепостной, который производил в 3 раза меньше, но стоил в 5 раз меньше, а то и в 8, он, естественно, все равно побивал свободного рабочего, своего конкурента. Потому что в итоге даже при более низкой производительности труда дешевизна продукции делала вот этот вот металл доступным и выгодным. Когда он производить стал в 10, а уже потом 15 раз меньше, то выяснилось, что крепостной труд, в общем-то, не очень рентабелен. И, собственно говоря, это, среди прочих, подтекстовывало на фоне еще поражения в войне в Крыму от той же Англии, как назло, отмену крепостного права. И к свободному труду это тоже относится. То есть, если вы имеете очень дешевый, малопроизводительный труд, неквалифицированный, да, то вопрос в том, насколько дешевый труд выгоднее дорогого. Да? То есть, если вы имеете, скажем, разрывы производительности труда не очень большие, то более дешевый, более примитивный труд побивает более дорогой, более квалифицированный. Если разрывы становятся очень большие, то наоборот. И вот это очень важный момент. При статической ситуации, чем дешевле работник, тем выгоднее. То есть, возвращаясь к тому, что я начал, тем дешевле рабочий, тем выгоднее. Но если ситуация становится динамической, то есть начинается технологическая революция, то, опять же, происходит, так сказать, реверсирование этой ситуации, да, все меняется. И вот, если мы берем ситуацию 70-х годов, то она статическая.
То есть результаты технологических всех преобразований уже более-менее очевидны. В промышленности ничего революционного не происходит. И, в общем, короче говоря, начинается систематическое в масштабах Европы, США, западного мира снижение цен на рабочую силу, цены рабочих сил, снижение заработной платы. То есть рабочие начинают дешеветь. Разными способами их стараются дешевле. Один из самых удобных способов – это вывести капитал за границу в страну, где более дешевая рабочая сила. Соответственно, во-первых, вы давите на своих рабочих, потому что увеличиваете конкуренцию. Во-вторых, вы открываете новые рынки, создаете новые зоны развития. Причем очень важный момент он стоит в том, что в данном случае, когда говорят, например, что вот дешевые китайцы, они там побивают конкурентно дорогих европейцев. Это не совсем так. Потому что компания, например, когда она выводит предприятие в тот же Китай, что она делает сначала? Она закрывает предприятие, которое работает, скажем, в той же Франции, Англии там, и так далее. То есть что она делает? Она защищает свой китайский завод от конкуренции со стороны европейских рабочих. То есть не китайцы конкурентно побивают европейцев, а компания организованно замещает, скажем, европейский труд трудом китайским. А если бы они конкурировали, это еще неизвестно, да, как было. Потому что, например, дорогие канадские рабочие прекрасно на американском рынке конкурируют с дешевыми мексиканскими рабочими. Автомобили, собранные в Канаде, сделаны совершенно другим трудом, чем собранные в Мексике, но почему-то они прекрасно конкурируют и, в общем, даже выигрывают. Ну, хотя бы потому, что и качество этих автомобилей другое совершенно, и там, многие другие показатели. То есть, может быть, рабочий стоит дорого, но это очень эффективное производство, производительность труда хорошая и так далее. Так вот, так или иначе, но вывод производства в другие страны становится основным направлением, по которому идет вот этот вот процесс. И это даже не только вопрос о заработной плате. Это вопрос о том, кто хозяин на предприятии. Знаете, если берете какие-то 70-е годы в Милане или в Турине, на итальянских предприятиях профсоюзы хозяйничали как хотели. А в Турине, на том же самом Фиате, не мог хозяин, кстати, это семейное предприятие было еще в то время, хотя оно акционировано уже, но там одна семья была во главе. Вот хозяева, они не могли взять и сделать то, что считают нужным, да, какие-то произвести изменения на заводе, потому что приглядел профсоюз говорил, вот там не согласен. Не потому даже, что это вопрос заработной платы. Нет, заработной платы все нормально. А вот мы считаем, например, что вот такой труд, вот он изнурительный для рабочих. А вообще вот, нам не нравится, что плохо освещаются цеха, например, да? Вот мы в депрессию впадаем, такого плохого освещения. Поставьте нам нормальное освещение там. И лампы, чтобы были лампами дневного света, а не вот эти вот старые лампочки накаливания, да? И так далее. То есть ни одно решение не могли сделать без профсоюза. Что, на мой взгляд, очень правильно, да? Но так или иначе, хозяину надо встать на эту точку зрения. Им это категорически не нравится, да, вы понимаете. То есть вопрос уже вставал не о том даже, кто больше зарабатывает, да, или, там, скажем, итальянцы или, предположим, мексиканцы. Понятно, что итальянцы. Вопрос стал о том, вообще, кто хозяин на производстве. То есть о суверенитете капитала. Кто господствует, да? И вы уезжаете, вы выводите предприятие куда? В какую-нибудь страну, желательно там какая-нибудь была страшная диктатура, никаких профсоюзов, какие-нибудь активисты появляются, потом исчезают бесследно. Заработная плата, примерно как в Англии 19 века, до публичного законодательства. Самая большая проблема, появляются какие-то вот иезуиты, да, священники, поклонники теологии освобождения начинают жаловаться, что вот обижают рабочих. Вот иезуиты тоже исчезают бесследно. Вот как это было там в Никарагуа, да? Все хорошо, все счастливы. Но возникает одна проблема. Она стоит в том, что рабочие, которые получают меньше зарплату, это еще и покупатели, которые покупают меньше товаров. И вроде бы все будет замечательно, потому что ведь, когда появляются рабочие места в той же Мексике, это же на самом деле прогресс. Не даже сказать, что нет прогресса, да? Это рабочие места, это более высокая квалификация и так далее. Все прекрасно. Но, с одной стороны, вот в этих странах периферии, куда ушла работа, там тоже начинает собираться рабочий класс, там начинаются забастовки, всех не убьешь, появляются новые
лидеры, а понимаете, это страны с низкой ценностью человеческой жизни. А что это значит? Это значит, что убить человека легко. Но это значит что-то другое, что человек свою собственную жизнь не ценит. А вот это классическая ситуация, ну что у нас в России было, да? Почему с русскими нельзя было справиться, с русскими армиями, да? А потому что ни солдаты, ни офицеры жизнь самих себя не ценили. Это вот европейские армии, они думают, как вот может тут наступать или нельзя наступать, потому что очень большие потери будут. А русская армия, ну что, баба новых нарожает. И все, их взяли в высоту, и ничего. Но это как раз преимущество страны с низкой ценностью, кстати говоря, в том числе и рабочей силы, и низкой ценностью человеческой жизни. Но это относится и к классовой борьбе. Вы получите столько героев, да? Ну, там одного активиста убили, там 10 новых стало. А что, убьют, то какая разница? Себя люди уже тоже в этом смысле не очень ценят. Ну, красиво умереть, это же классно. Понимаете, на миру и смерть красна, да, вот весь этот комплекс. Поэтому даже репрессиями вы не можете это подавить, когда у вас есть такое население, которому ничего не страшно. А люди в бедных странах, люди, которые очень слабо себя ценят, и у них очень низкий порог страха, да. И действительно, кстати говоря, ну, такая жизнь, нужно ли ее вообще ценить, да, если ты живешь в фавере, если ужасные условия, вообще, стоит ли вообще за такую жизнь цепляться-то? Вот, поэтому даже репрессиями, даже жесточайшими совершенно, жесточайшими мерами это подавить не удавалось. И что вы получаете? Получаете ножницы опять. То есть в развитых старых странах зарплата падает, покупательная способность падает, а в новых индустриальных странах зарплата растет, потому что новый рабочий класс он начинает отстаивать свои позиции. А и тут еще одна очень важная вещь, что когда мы говорим о том, что люди борются за зарплату, они на самом деле зачастую борются за достоинство. Но в какой-то форме, это же нельзя вот так сформулировать. Я хочу, чтобы вы меня уважали, да? Нет, я говорю, я хочу, чтобы мне платили нормальную заработную плату. Но это требование заработной платы на самом деле выражает требование уважения и достоинства. Именно потому, что ну, само требование, да, что я добился. Не вы мне дали, а я добился, да, меняется отношение сил. И дальше начинается вот так называемый период гонок на спуск. То есть, что нужно сделать в этой ситуации? Нужно сделать очень простую вещь. Нужно сократить стоимость товаров еще больше, чтобы их могли покупать люди в Европе, у которых понизилась заработная плата. То есть, как вы можете это сделать? Вы можете пойти, скажем, из Мексики, куда? Ну, предположим, в Таиланд, где еще ниже заработная плата. И заместить мексиканских рабочих тайскими рабочими, чтобы продавать что-то итальянцам, допустим, которые уже потеряли свою прежнюю работу. И так далее. Это гонки на спуск. Причем в этом случае страны начинают конкурировать за привлечение капитала. То есть капитал приходит в страну с более дешевой рабочей силой. Чем вы можете привлечь капитал? Ну, во-первых, что у вас дешевая рабочая сила, что людей очень легко можно уволить, у них нет никаких прав, никаких экологических ограничений, опять же, никаких забастовок, свободных профсоюзов, правозащитников и так далее, которые вам мешают работать. И так далее, и так далее. То есть, иными словами, возникает удивительная ситуация, что чем хуже люди живут у вас в стране, тем более ваша страна конкурентоспособна в плане создания инвестиционного климата для привлечения капитала. Правительство начинает соревноваться между собой по поводу того, кто испортит жизнь собственным гражданам больше других. Ну, потому что тем самым вы привлечете капитал, и у вас будет развитие. Как вот моя коллега, она очень с одним экономистом спорила, он говорит, показатели в Мексике замечательные. Она говорит, да, ну посмотрите, там какая смертность, какие социальные показатели, там, культурные показатели, причем по многим параметрам ухудшающиеся. Ну, где-то улучшаются, а по некоторым ухудшаются. Она говорит, ну и что, так это вот цена развития. И так, что же это за развитие, так если людям живется плохо, живется хуже даже во многих случаях. Экономист подумал, говорит, ну какое это имеет значение? Показатели-то улучшаются. Вот. И гонки на спуск, они идут по определенному режиму. То есть сначала это была, скажем, первая волна стран, то есть страны, которые были ближе к Западу, даже географически, даже Мексика, например.
Кстати говоря, очень важный момент. Очень много капитала перешло в страны Магриба, то есть как раз в Северную Африку. И когда оттуда начал приходить капитал, из той же Франции, Италии, то тогдашние лидеры арабские, североафриканские, они потом говорят, замечательно, у нас сейчас будет очень много развития промышленности, у нас будет подъем экономики. А что для этого нужно, чтобы еще больше там пришло капитал? Нужно научить людей, нужно создать нормальные школы, побольше университетов, побольше кадров, инженерные кадры давайте. Ну, чтобы капитал еще больше к нам шел. А капитал пошел дальше. То через какое-то время он пошел ко второй волне и дальше ушел в Восточную Азию, из стран того же самого Магриба, из части стран Латинской Америки. А из Восточной Азии потом он перешел уже в Китай. Китай это, видимо, последняя граница. А в том же самом Тунисе, они взяли, пообучали кучу народу, значит, там, инженерным и прочим специальностям. Я периодически в Западной Европе сталкиваюсь с удивительными совершенно собеседниками, например, какой-нибудь зеленщик, араб, зеленщик в Копенгагене, начинает со мной разговаривать по-русски. Я говорю, классно, говорю. Я учу. Ну, в Ленинграде учу. А что такое? Инженер, строитель мостов. Я говорю, а что здесь зеленью торгуешь? Говорит, а мосты нам не нужны. То есть в тот момент, когда его отправляли учиться, мосты были нужны. Но когда он вернулся, мосты были уже не нужны. А таких вот зеленщиков-то, это только в одной Европе безумное количество. А какой-нибудь Буазизи несчастный, который себя сжег в Тунисе. Ну, он, правда, говорят, не очень был образованный парень, но только продукт вот этой ситуации, да, когда человек что-то хотел, ждал, учили его чему-то. Хотя бы читать, писать научили, по-французски говорить научили, нормально. А потом, опять же, поставили зеленью торговать. А для этого не нужно французский язык знать хорошо. И Рассина, и Корнеля наизусть учить не надо для этого. Вот. А потом пришла какая-то тетка, чиновница, женщина, чиновница муниципальная, что-то там его стала ругать, что у него там как что-то с зеленью не так. Ну, видимо, взятка помогала. Вот. И, значит, он когда стал возмущаться, она по лицу. А для арабского парня это неприятное дело. Женщина, пусть даже чиновница, по лицу при всех. Вот. У него стресс случился, он пошел и сжег себя перед муниципалитетом. Вот. Ну и народ восстал и сверх, как известно, кровавый режим Бен Али в результате. Так вот, понимаете, то есть все это имеет очень конкретные причины, это очень конкретный механизм социально-экономический. И вот все это дошло до последней границы. Последняя граница это Китай. Последняя граница это Китай, и я уже в 2008 году разговаривал с китайскими экономистами, которые говорят, китайцы уже не те, китайцы стали ленивые, денег хотят. Это раньше они так работали, там еще не нужно было. А сейчас они жадные, ленивые, вообще с ними работать стало плохо. Ну, некоторые надежды возлагались на Африку, но там другая проблема, что за те $5, которые заплатишь человеку совершенно необразованному, который вообще ничего не знает в Африке, вам потом придется еще получить продукцию, которую за там, $100 будут переделывать. Поэтому еще не очень понятно, выгодно это или невыгодно туда переносить производство. И инфраструктуры нет, образования нет. Люди только что вышли из джунглей и, в общем, еще понимают, зачем. То есть им объяснили, что нужно выйти, но не объяснили, что делать дальше. И вот в результате последняя граница Китая. То есть все. Вы не можете удешевлять товар дальше. Товар становится дешевым. Дальше, чтобы не мучить вас слишком длинными повествованиями, значит, есть еще один момент. А как вы можете заставить людей покупать товар, если у них нет денег? Кредит? Кредит, правильно? То есть, если вы не можете продать товар, то вы должны организовать массовое вливание кредита. И вот, обратите внимание, что 1998-2001 год был период, когда казалось, что все, система начинает разваливаться. С дефолта российского началось все, который, кстати, был не единичный, не то, что российский дефолт. Сначала был кризис в Восточной Азии, который затронул Таиланд, Малайзию, Южную Корею, потом это прокатилось в Россию, а закончилось в Бразилии, когда был кризис реала, кризис бразильской валюты.
То есть это был большой финансовый мировой кризис. Но не глобальный, а мировой, скажем, только он не затронул все страны, да? Как сейчас практически все страны затронуты. Но потом в 2001 году был крах в Нью-Йорке NASDAQ, биржа торговли акциями высокотехнологичных товаров, NASDAQ. Ну, тоже там замечательно, но это чистая МММ была ситуация, то есть вот вы открываете фирму, в названии которых есть .com, да, то есть, там, не знаю, future.com, да, и сразу же вы еще ничего не произвели, выходите на рынок, продаете акции. И ваши акции сразу покупают, потому что это круто, это передовые технологии, это новая экономика, это вообще это интернет, это компьютер, это вообще там софт. Это классно. Вы продаете свои акции, потом вы знаете, что вы ничего не производите. Или не успели, ну не получилось. Не, ну вы хотели. Ну не вышли. И вот все это рухнуло в 2001 году. Было ощущение, что полная катастрофа. Но тем не менее, экономика выползла. За счет чего? За счет войны в Ираке. Немаловажная вещь. Война — это очень хорошее средство против экономического кризиса, но при одном условии, если вовремя начать воевать. То есть война предотвращает экономический кризис, если она начинается на раннем его этапе. Правда, потом мало не покажется. Ну, например, в 2014 году очень радовались все, что замечательно предотвратили мировой экономический кризис, начали Первую мировую войну. Результаты оказались, я бы сказал, не очень. То есть, наверное, потом думали, что, может быть, лучше было бы не воевать. Лучше было пережить тяжелый кризис. Но, кстати говоря, если кризис произошел в 2014 году, так как он начинался, то мы бы вот те все явления, которые были в 1929 году, мы получили уже в 2014. Ну, они вовремя начали воевать. А так или иначе, война в Ираке очень вовремя случилась. Вот как странно, вот как на грех, вот тут и башни-близнецы падают, в общем, все такое. Второй момент — это Китай. То есть Китай окончательно открывается для мирового капитала. Третий момент, конечно, все-таки очень большое вливание средств из России, постсоветских республик и стран Восточной Европы, которые были перераспределены мировой экономикой. Причем вторая волна перераспределения связана с тем, что в том числе российские компании начинают более или менее эффективно работать и начинают вписываться в мировой рынок, но вписываться конструктивно. Обратите внимание, ведь не только растет цена на нефть, например, в это время, но и производительность растет, и эффективность работы, скажем, российских нефтяных компаний, нефтяного бизнеса повышается. То есть, если мы берем ситуацию, например, 90-х годов, то ведь падала выработка, да? То есть нефть добывали меньше, реально меньше. И в этом смысле Восточная Европа и постсоветские территории, все вот, ну не только Россия, но и все другие страны, они переживают период некоторой нормализации, которая тоже является фактором стабильности для мировой экономики в целом. И, наконец, самое главное, начинается наступление кредита. Вот это вот стремительный рост кредита. Причем есть такой экономист-историк Роберт Бреннер, он нарисовал таблицы еще в конце, ну где-то году в 2000, по-моему, то есть в конце предкризисного периода, году в 2004-2005, даже может немножко раньше. Очень интересно видно по американскому потреблению. То есть он показывает снижение социальных расходов американского государства. Кривая идет вниз. И дальше. Рост задолженности американских домохозяйств, households. Кривая идет вверх. В результате вот ровно сколько государство сократило свои расходы, настолько население повысило свои долги. Это поразительная совершенно таблица. То есть просто вот, это стихийный процесс, но он аккуратно, вот ровно такой получается. Да? Как Андреевский крест просто. И он это назвал частным кейнсианством, что Джон Мейнард Кейнс, он же призывал, значит, стимулировать потребление, да? Но в данном случае население само себя стимулирует. Но есть разница, что кейнсианские программы предполагают, что государство тратит деньги, а население-то берет кредит, а за кредиты просить надо потом платить, деньги возвращать надо еще с процентами. И хуже того, для того, чтобы кредит брать, нужно где-то накопить. То есть для того, чтобы в банках были деньги, давать кредит, нужно где-то накопить, сконцентрировать большие суммы денег. Что это такое? Это те самые мыльные пузыри. Пирамиды, пузыри и так далее. Что это такое? Это способ быстро большие суммы денег накопить в одном месте. Ну что дальше происходит? Естественно, возникают эти пузыри,
который позволяет всему механизму кредитования работать нормально, потому что в кредитных организациях накапливаются очень малые деньги. Но на определенном этапе пузыри лопаются. И дальше вот вся система начинает разваливаться. Ну и тогда, значит, заключительная, но самая главная часть, о чем, собственно, вы хотели послушать, это про Россию. А чем все это для нас чревато? Ну, первый момент. Мы за 2000-е годы создали очень странную ситуацию, когда, во-первых, страна, благодаря нефтяным средствам, живет лучше, чем когда-либо за всю свою историю, если говорить среднестатистически. Ну, понятное дело, тут же скажете, ну, как же, средняя температура по палате, да, известное дело. Кто-то живет лучше, кто-то живет хуже, а кто-то живет сильно хуже. А у кого-то ситуация продолжала ухудшаться даже на протяжении 2000-х. Но, понимаете, средняя температура по палате тоже показатель некоторый. Потому что если у вас палата тифозная, то у вас средняя температура будет не совсем такая, как там, палата, допустим, я не знаю, где лежат сердечники. То есть, как минимум, вот эта средняя температура по палате показывает, кто или что там лежит в этой палате. Понимаете? То есть, это показатель. А в целом, опять же, обратите внимание на одно очень важное обстоятельство, что нефтяные цены – это цены спекулятивные. И нефть – это, прежде всего, спекулятивный товар. Вот если мы берем все предыдущие циклы, мы видели, что цена на нефть колебалась в зависимости от спроса. Но начиная с 70-х, поздних 70-х годов, даже вот отчасти даже ну, начало 73-го года, но 78-го, мы видим скачки цен на нефть не связаны с пропорциональным ростом спроса. А были связаны с наличием свободных денег на рынке, которые непонятно было куда девать. То есть в 1973 году это были те самые инфляционные деньги, которые накопились в Западной Европе. Вот о чем мы говорили, что модель регулированной смешанной экономики в качестве одной из своих негативных сторон имела высокую инфляцию. Правительства начали с этой инфляцией бороться. То есть они начали сдерживать цены. В итоге лишние деньги начали где-то накапливаться. Возник вот этот инфляционный навес. Они где-то на счетах накапливались, еще где-то. Потом, вот знаете, как если где-то вот какой-то ресурс там, особенно жидкий, да, есть, можно просверлить дырочку и пойдет струя сразу же к вам. Да? Вот что сделали арабские шейхи в 1973 году? Они совершенно случайно это сделали. Они во время войны Израиля с арабами они ввели эмбарго на поставки нефти в Европу. Думая, что этим они европейцев заставят изменить свое отношение к Израилю и поддержать арабов. Этого не случилось. Собственно говоря, потому что главным поставщиком оружия для Израиля были Соединенные Штаты, которые абсолютно не пострадали от этого эмбарго. Но зато цены на нефть стремительно поднялись. И вот все эти инфляционные деньги, огромная масса лишних денег, просто хлынула потоком вот в кошельки арабских шейхов. И теперь мы видим замечательный город Абу-Даби, там замечательный город Дубай, там, где были какие-то вообще жалкие деревеньки. Да? Вот. Но это отдельная тема при накоплении капитала, как этот капитал двигался и так далее. Но с тех пор нефть стала спекулятивным товаром. То есть нефть это товар, который продается и перепродается, зачастую продается вообще не нефть физическая, а фьючерсы. И она является сама по себе способом, нефтяная торговля является способом спекулятивным образом прокручивать деньги. То есть танкер, который откуда-то из Абу-Даби плывет в Амстердам, его, наверное, могут продать или перепродать несколько раз, пока он до Амстердама доплывет. Но еще дело в том, что нефть подается складированно. Почему, смотрите, вот, очень интересно говорить, что еще в 70-е годы цены на газ коррелировали с ценами на нефть. То есть вот пошла вверх цена на нефть. Пропорционально там, с отставанием идет цена на газ. Сейчас мы смотрим последние вот несколько лет, удивительная картина. Цены на газ снижаются, цена на нефть стабильна или растет. Почему? А потому что газ непригоден для спекуляции. Его нужно сразу поставить конечному потребителю и сжечь, или использовать для производства. То есть его очень дорого, трудно, неэффективно складировать. То есть его можно, в принципе, сжиженный газ там, хранить и так далее, но это очень сложно, технологически дорого и неудобно. А нефть
Да заливайте сколько угодно, и будет храниться. И более того, повторяю, вы можете, там, соответственно, фьючерсами торговать, да, там нефть, которая еще в земле лежит, да, но, опять же, надо предполагать, что ее можно хранить. Да, потому что если ее нельзя было хранить, то вы, скажем, на таких вот газовых фьючерсах не поиграешь по-настоящему. Да? Потому что нужно в течение какого-то короткого срока доставить потребителю, а тут нет, можно играть. И, ну, так как золото и так далее. Как вот поразительно, почему у нас дорожали, когда начались резкие скачки цен на продовольствие, помните, года 2 назад? Что дорожало? Например, дорожала крупа гречневая. А вот некоторые товары, которые длительному хранению не подлежат, они дорожали гораздо медленнее. То есть все, что можно куда-то утащить и складировать, это хороший товар для спекуляции. А то, что складировать нельзя, это уже хуже, это не очень подходит. Надо продавать реально. Да? Вы не можете просто, там, ну мясо можно заморозить, но оно, соответственно, теряет ценности. То есть можно, конечно, продать, сказать, что он свежий, но могут быть такие гады, которые это обнаружат потом. И, в общем, соответственно, гречневая крупа вдруг у нас какая-то чудовищная. Почему вдруг гречневая крупа взлетает куда-то под небеса, по цене? Потому что ее очень трудно складировать. И в результате, короче говоря, мы получили выгоды от нефтяной спекуляции. И когда начался кризис, западные страны начали заливать кризис деньгами. То есть они начали тушить пожар деньгами. Если финансовые компании на грани краха, пузыри лопаются, что вы делаете? Вы даете им деньги, чтобы они заткнули дыры. Что делают компании? Они эти деньги, заткнув дыру, пускают в спекуляцию. Что делает правительство? Он понимает, что если напечатать очень много денег, будет инфляция. Правительство идет на рынок и берет эти деньги взаймы. У кого? А у тех самых финансовых компаний, которым он только что дал деньги просто так, без процентов. Для чего он берет деньги взаймы? Чтобы дать этим же финансовым компаниям, но опять без процентов. Ну, бизнес замечательный совершенно. Но дело в том, что в итоге вы получаете безумную спекуляцию наверху, а внизу спрос-то не растет. Доход населения от всех этих замечательных операций не выросли, ни на копейку. Наоборот, безработица высокая, производительность не выросла. И все, в общем, очень плохо. Деньги уходят на спекулятивные рынки, и куда приходят? На нефтяной рынок. Значит, деньги приходят в конечном счете к нам, и мы начинаем потреблять. И Россия живет лучше, при том, что работает хуже. Но здесь есть предел. Предел — это очередная волна кризиса, когда будет лопаться новая серия пузырей, созданных уже во время самого кризиса. И вот в этом смысле Кипр — это очень интересно, потому что Кипр — это тот самый очередной пузырь, как до этого Исландия, который лопается, но этот пузырь уже лопается у нас над головой. То есть Исландия — это был пузырь для Западной Европы. То есть Исландия для западноевропейского капитала играла ту же самую на самом деле роль, которую Кипр играет для российского. То есть туда просто уводили деньги. Ну, пускали потом спекуляции. Ну вот Исландия лопнула, и исландцы повели себя, кстати, очень так вот достойно. Они просто сказали: мы всех прощаем, долги отменяются. У вас были деньги, теперь у вас нет денег. И я считаю, что это было правильно, потому что не надо было в офшор выводить. Ну, собственно, кто заставил вводить деньги в офшор? А что такое офшор? Это на самом деле риск. Ну почему? Вы держите деньги у себя там, в Англии, Франции, Германии, да? Платите налоги, у вас будет нормальное государство, нормально работающее. Держите нормальную полицию. Обеспечивайте социальные условия, да? То есть вы за это все платите. Не хотели платить. Увели. Но, простите, попали в такую страну, где все немножко по-другому. В данном случае Исландия, конечно, очень такая культурная, социально, значит, хорошо организованная страна, но тем не менее сыграла в эту игру. Вы хотели получить повышенный доходность капитала, повышенная доходность — это повышенный риск. Риск был наш, простите, до свидания, деньги наши. Вот. И, значит, западноевропейцы, кстати говоря, промолчали, что мне очень поразило. Там была слабая такая попытка, что сделать с исландцами, сказали: а вот не хотите ли вы перейти в евро? Понятно, как только вы перейдете в евро, вы попадаете под нашу юрисдикцию, и больше вы таких шуточек играть не сможете. На что исландцы сказали: спасибо, нет.
И произошла так называемая Исландская революция. То, что Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии по экономике, назвал Исландской революцией. Да? Когда Исландия послал Европу далеко и сейчас живет нормально. Киприоты, не знаю, похоже, что на это не пойдут. Хотя если будет Кипрская революция, то мало нам не покажется. А, кстати говоря, один из возможных сценариев именно такой, что они дойдут до края и скажут, ну, мы хотели вас обложить налогом, вы не хотите платить налог, ну, поэтому деньги, наверное, пропадут целиком. То есть это один из возможных сценариев. Другое дело, позволят им или нет, да, то есть это вопрос открытый, просто каждый день интересно наблюдать новости. Но, так или иначе, пузырь лопнул. Пузырь лопнул, это значит, что вся система воспроизводства вот этих вот высоких цен нефтяных тоже поставлена под вопрос. То есть либо вы эти деньги перестаете получать, потому что цены падают, потому что падает конъюнктура, а что значит падают деньги, цены вернее? Это значит, что спекулянты начинают забирать деньги с рынка, потому что у них опять убытки. То есть если у спекулятивных вот этих вот компаний у них убытки, они забирают лишние деньги, вынимают их из вот этих вот, скажем, сырьевых активов и платят свои долги, по своим же собственным долгам, покрывают убытки. Соответственно, цены падают, спрос падает. То есть либо падает цена, либо второй вариант, цена не падает. Ну почему она не падает? Потому что правительство начинает печатать деньги опять. То есть вы получаете, опять же, много, в данном случае, бумажных или цифровых, так сказать, виртуальных долларов и евро, но покупательная способность этих денег падает стремительно. И в результате вот вся та российская модель процветания, в которой мы живем, она ставится под вопрос очень серьезно. Это накладывается на другую вещь, что мы жили так хорошо, что мы, я имею в виду, не мы все, не все жили хорошо, прекрасно, знаешь, некоторые жили очень даже плохо. Но мы, как, так сказать, государство в целом, жили так хорошо, что нам ничего не надо. То есть на протяжении 20 лет не вкладываются деньги в инфраструктуру, нет промышленного развития, деградирует система образования. А зачем? Если у нас есть нефть, мы все купим. Собственно говоря, вот с этого началось крушение СССР. То есть Брежнев в 1973 году сделал такой же точно выбор. Зачем нам реформировать неэффективную советскую экономику? А что значит неэффективная советская экономика? Она же не всегда была неэффективной. Даже история, пороги, пределы. Сталинская экономика по-своему была эффективной. Она была страшно жестокой, чудовищно жестокой. Но она свои задачи решила. Она перестала быть эффективной к 50-м годам. Она перестала решать задачи. Надо было что-то делать, менять. Ну, начали менять. И где-то вот к 1973 году поняли, что если будем менять дальше, то социально-экономическая, социально-государственная, социально-политическая система начнут тоже меняться. То есть не отдельные мелочи нужно менять, да? Управление предприятием, а это будет затрагивать уже всю систему в целом. Власть номенклатуры будет поставлена под вопрос. Значит, давайте этого не будем делать, у нас все хорошо, мы все купим. И начинается вот это вот безобразие поздних 70-х, вот скажем, картина, которую помнит старшее поколение, вот эти НИИ, где сидят люди, чьи гоняют. И то они чьи гоняют, вообще фигней какой-то занимаются, вообще ничего не делают, то они, наоборот, изобретают какую-то фиговину невероятную, но она никому не нужна. А потом они опять садятся и чьи гоняют. Этого не было в 50-е годы. А вы представьте себе, ну как, вот, чтобы Королев сидел и чьи гонял, да? Да нет, они в шарашках сидели, сначала за решеткой сидели. У меня один из членов семьи моей матери сидел, ты сам одной из этих шарашек. Знаете, там энтузиазм был невероятный. Им нравилась работа. То есть, хотя они были за решетками. То есть, когда его уже расконвоировали, он хотел домой ночевать и возвращался в тюрьму на работу. И проводил весь день, значит, там. Понимаете, там работал на результат. Там система работала. А вот после 70-х годов зачем? Мотивации нет. Происходит разрушение мотивационных механизмов. Мы все купим. Мы за нефть все купим. Вот буквально вот вчера
Московском экономическом форуме, я слушаю, выступал кто-то из критиков ВТО, ругал вот Всемирную торговую организацию, что он подрывает наши промышленные возможности. Саша Крылова, по-моему, выступал. И тут вот из зала кто-то говорит, а зачем вообще нам нужна промышленность? Мы же все за нефть купим. Знаете, вот, собственно, с этого началось уничтожение СССР, по большому счету. Причем это, кстати, была не шутка. Я сначала подумал, что человек шутит, да? Нет, он не шутит, он совершенно серьезно говорит. Экономист, видимо. Так вот, понимаете, Россия 2000-х годов попала опять в ту же самую траекторию. То есть мы начинаем покупать в обмен на нефть, вместо того, чтобы развивать собственную промышленность, восстанавливать то, что нуждается в восстановлении. У нас не решаются даже элементарные вопросы, когда говорят, вот, мы же не можем развивать промышленность, как в советское время. Конечно, не можем. Да, мы зависимы от нефти, конечно, зависимы. Но кто нам мешает, например, даже при нефтяной и сырьевой ориентации, построить нормальные дороги между городами? И кто нам мешает провести нормальные дороги в райцентры? Или между областными центрами? Потому что зачастую доехать до Москвы легче, чем в соседний областной центр. То есть я с этим сталкивался, довольно много ездим, довольно много организуем конференций, в том числе в регионах. Надеюсь, вот и до Уфы доберемся. Вот, но, понимаете, иногда вот начинаешь логистикой заниматься, и за голову хватаешься. В соседнюю область людей привезти приходится через Москву. Вот мы кого-то хотим, допустим, из одной области в другую перевезти, потому что у нас как семинар, даже региональный проходит. В рамках даже одного федерального, вот это вот, как у нас называется, федерального округа, да? Вот. Нужен человек в Москву возить, потом туда вот. Хотя там расстояние, не знаю, 150 километров. Нету дорог нормально. Транспорта нет. Ну или человек свою машину, кое-как доколупается плохой дороги. А вы знаете, что вот там поезда нет, поезд отменили, сейчас еще какой-то очередной поезд отменили. Да? Все каждый день выясняешь, что один поезд отменили, другой. Да? То есть, кто нам мешает все эти вещи делать? Та нефтяная ориентация, которая была избрана, она в принципе сама по себе не запрещает, скажем, строить дороги, правильно? Но избранная стратегия развития, построенная по принципу «мы все купим», да, она фактически демотивирует любую подобную конструктивную деятельность. Поэтому шок для России крайне необходим, он как раз является тем механизмом, который позволит изменить логику воспроизводства. Да? То есть он позволит сменить приоритеты, он позволит сломать те доминирующие элитные интересы, которые сейчас блокируют существование развития страны. Но другое дело, что это не проходит просто так. Это политическая борьба начинается, политическая, социальная и так далее борьба. То есть это не то, что вдруг вот раз, они завтра все, проснулись и будут жить по-другому. Нет, они не будут жить по-другому. Произойдут события какие-то. Кстати говоря, мы сейчас видим возрастающую борьбу в правительстве, борьбу между группировками, пресловутые башни Кремля. Да? На самом деле дело не в башне Кремля, дело в том, что кто-то с кем-то поругался, Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Да? А дело в том, что реально возникают разные стратегии выхода из кризиса, они конфликтны, они неизбежно подразумевают противостояние. То есть тот самый плюрализм, там, соревновательная политика, о которой так мечтали либеральные наши публицисты, он возникает, но не из либеральных институтов, а из реального противостояния интересов. Из того, что возникают естественные разные траектории расходящиеся, которые их сталкивают. И говорят же о том, что ресурсов становится меньше, надо за них бороться. В данном случае уже внутри элиты. Когда начинают бороться элиты, то для низов общества появляется шанс. Потому что никто никогда не победит правящий класс, если он консолидирован. Но если он не консолидирован, если он расколот, тогда, собственно, происходят реформы, революции, разного рода демократические преобразования. Потому что возникает щель, в которую общество проходит, в которую общество умудряется ворваться и, так сказать, свои какие-то требования предъявить. Поэтому я думаю, что кризис это очень здорово. И последнее, самое, вот есть мой коллега Василий Колташов, тоже в нашем институте работающий, живет он сейчас в Греции, откуда, правда, собирается мигрировать в Россию. То есть, вернее, репатриироваться в Россию, потому что при всем замечательном климате греческом, при всех других замечательных условиях, потому что там Акрополь рядом, можно из окна, да, он живет на горе, из окна его дома можно видеть Акрополь, тем не менее жить там остается
невозможно, да, потому что там бастует общественный транспорт каждый второй день, там какие-то страшные налоги невыносимые, значит, на них накладывают, то есть он хочет бежать в Россию. Так вот, он очень много пишет о том, что мы подходим к рубежу, за которым неизбежно необходим перелом к экономике дорогого труда. То есть мы говорим, что весь период неолиберализма, так называемый, вот весь период с конца 70-х, это был переход от экономики дорогого труда к экономике дешевого труда. И дешевый труд дестимулировал технический прогресс. Скажем, в конце 70-х годов очень много говорили про роботов. Какие роботы? Где роботы? Китайцы с отвертками вытеснили роботов, понимаете? Вот. Кстати, сегодня зачастую труд в России может быть даже дешевле по некоторым позициям, чем труд в Китае. Потому что китайский труд подорожал по некоторым позициям, но именно по всем. Если взять Западный Китай, там полный ужас, там люди до сих пор в Киргизию едут из Китая на заработки, понимаете? Но это западный регион. А восточный, если взять там Шанхай, там, Пекин, Макао, там вообще все очень здорово. Да? То есть в этом смысле китайский труд дорожает. И на этом фоне Россия тоже страна дешевого труда уже теперь. Но проблема в том, что дешевый труд, как мы уже говорили, дестимулирует технический прогресс. И для того, чтобы запустить новый виток экономического роста, нужно создать экономические стимулы для массовой технологической модернизации. А одним из ключевых стимулов является как раз резкое подорожание труда, который вынудит бизнес вкладываться именно в технический прогресс и именно в старых индустриальных странах. То есть начнется реиндустриализация, старых индустриальных стран, где есть производственная культура, традиции, рабочая сила, ну просто вот, как бы исходные условия для того, чтобы сделать этот рывок. То есть вполне возможно, что следующий этап это то, что называется реиндустриализационная гонка. То есть вместо гонки на спуск начинается гонка на подъем. И в этом плане у России пока еще есть шансы. Но шансы в общем ограничены, потому что часики тикают, уровень той же индустриальной культуры падает, уровень образования, уж простите меня, товарищи и господа студенты, тоже падает. И через какое-то время нам, в общем, все будет сделать гораздо труднее. Ну, собственно, на этом я и хотел закончить, сказав, что, знаете, только вот, сейчас я выключу телефон. Сейчас не могу выключить. Выключу телефон и закончу цитатой из Мао Цзэдуна, очень мной любимой. А цитата такое: положение, товарищи, у нас крайне тяжелое, но перспективы самые радужные. Спасибо.